Петербургский абонемент Татарстанского оркестра. Настоящий прорыв в жизнь культурной столицы России совершил симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Накануне музыканты выступили в концертном зале Мариинского театра. Это первый концерт Петербургского абонемента. Он транслировался на канале Мариинский ТВ для зрителей всего мира. Татарстанский оркестр в акустике одного из лучших залов мира услышала Полина Кострицкая. Оркестр репетирует в зале почти до самого концерта. Это первое выступление татарстанских музыкантов на этой сцене, которую зарубежные критики назвали акустической сенсацией. Концертный зал Мариинского театра был построен в 2006 году по инициативе его директора Валерия Гергиева. Маэстро сам составляет программы. Здесь выступают только лучшие коллективы. Здесь, помимо симфонического оркестра Мариинского театра, выступают такие коллективы, как Лондонский, Берлинский, Мюнхенский, Венский филармонические оркестры. И теперь в этом списке симфонический оркестр Татарстана. По приглашению Валерия Гергиева в этом сезоне оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского получил петербургский абонемент. Это 3 концерта в зале Мариинки. Валерий Писалович Гергиев – человек, который сейчас создает вектор развития вообще мировой музыкальной культуры. И то, что он нас пригласил, для меня это огромная честь. И я волнуюсь сегодня как студент, наверное. У меня такое ощущение, потому что Петербург – это город, в котором я вырос как дирижер. Накануне музыканты исполняли музыку русских композиторов. Это и шедевры классики, испанское каприччо и Шахерезада римского-корсакова, и мощное звучание современности. Концерт Альфреда Шнитке для альта с оркестром. Солист – один из лучших альтистов мира Максим Рысанов. Великолепный оркестр, удивительно, особенно в кульминации, вот такие кульминации, как во второй и в третьей части, ни один оркестр я еще не испытывал, прям мурашки идут по коже. Концерт могли увидеть миллионы зрителей. Прямую трансляцию вел канал Мариинского театра. Вскоре на сайте будет доступна и запись. Нужно отметить, что Мариинский ТВ транслирует не все концерты, а только самые интересные. Те, которые смогут собрать многочисленную интернет-аудиторию. Уже 23 января симфонический оркестр Татарстана снова выступит в зале Мариинского театра. Полина Кострицкая, Эльдар Мухрисуллин, столица. Как приняли оркестр Татарстана зрители культурной столицы? Почему Максима Рысанова называют принцем среди альтистов? И как получилось, что только за последний месяц он уже трижды выступил с татарстанскими музыкантами? Подробный сюжет о петербургском абонементе симфонического оркестра республики смотрите в воскресенье в программе «Республика. Итоги недели».